3 градуса. Ну, нормально. Спасательный круг. Спасательный круг. У меня сегодня новый рекорд. Я не мыл голову целых 11 дней. 20-го мы отсюда ушли с метеостанции, и сегодня 31-е. И сейчас, набрав тепленькой, даже горячей водицы, долгожданная помывка хотя бы головы, а остальное потом, может, баню сделаем. Посмотрим. О, как хорошо-то! Насколько все вот относительно и обычные для какого-то другого человека жизненные возможности, какие-то мелочи могут в других условиях оказаться настолько желаемыми и кайфовыми. Вот, я хотел добавить, ну, в общем, топку чуть-чуть добавлю. Ну что, у нас сегодня банька. Надымил. О, уже тепло. Вот этот кайф. О, вы не представляете, как это ожидаемо. Супер, я прям мечтал, когда мы плыли там еще на Бенете, когда холодно. Дубак. И прям я знал, что здесь есть баня у Сани. И очень хотелось в нее прийти погреться. Он печку поменял. С того раза она другая получше стала. Все, пошли греться. Фу. Как уже хорошо здесь нагрелось. Да, кстати, Санек вот печку поменял прям. Ну что, кайфец, да? Ну что, как ваши ощущения? Сейчас прелесть. Двухнедельный слой стереть. Двухнедельный. Мирлан, ну ты нас балуешь, конечно. Собираем арктический бургер. Такого мы еще не пробовали. Собираем. За окном Арктика. Остров Большой Ляховский. Пережидаем шторм и ждем вкусняшек от Мирлана. Вкусно. О, да, спасибо. Лях-бургер называется. Очень вкусно. Мясо. Доставлю. Ребята, здесь буфлею. Ты законопослушный гражданин Якинера. Еще не кипит. Ужин подогреть надо. У нас поочередное дежурство на катамаране.
потому что мы встали далеко от метеостанции, не смогли встать в бухте, там штормит, ну, волны бьют от берег, поэтому здесь тихо, но нужно, чтобы кто-то сторожил по очереди. Сейчас мы с Серафимом, наша смена, пришли, разожгли костерчик, вообще кайф. Че сидеть на метеостанции там в тепле, если можно вот так вот на природе побыть? Когда еще? Скоро зима. Когда еще в этих местах? Поэтому жизнь прекрасна, получаем удовольствие от каждого момента. Места здесь просто уникальные. Что скажешь? Предстоит ли еще когда-нибудь сюда вернуться? Ну или в какое-нибудь подобное место? Надо бы уже в какое-нибудь подобное место. Готовим костер для завтрака. Остров Большеляховский. Арктика. Пережидаем шторм. Мы вдвоем с Серафимом на катамаране дежурим. Остальные у нас на метеостанции, в тепле. И сегодня у нас будет супер завтрак с Серафимом. Это жареный свежепойманный морской омуль. Сейчас я его разделаю эвенкийским способом, который меня научил Валера. И пожарим. Генератор тарахтит всю ночь у нас. Мы там греемся. Поэтому фоновый звук будет не музычка. Значит, берем, надрезаем жабры. Так вот здесь. Это так вот раз. Потом вот эта перемычка, вот она сама оторвалась. Либо ее дорезаем. Здесь, я не помню, надо вот так. И вспарываем пузико с головы. Конечно, лучше это делать якутским ножом, но я его оставил дома. И вытягиваем вместе со всеми внутренностями. Вот так вот. На берегу это все не оставляем, потому что здесь ходят мишки. Любая пища, оставленная на песке, может их приманить сюда. И корки есть чуть-чуть, казалось. Щеночка. И все. Готово. Руки мерзнут, конечно, в ледяной воде. Сейчас температура где-то 2 градуса. А вода, ну и вода такая же где-то. Серафим подсказал еще, что я не доделал немножко. Нужно еще вот так вот отрезать. По хребту вот так вот его жить, да? Может полностью отрезать. Нет, зачем вот так будем жарить? Я хочу вот так вот. Потом пожарить вот так. Вот так? И вот так? Да. А, так лучше будет жариться. Я тут учусь у ребят. У них опыта больше. Гораздо. Серафим вообще вырос на реке. Знает. Подсаливаем. Ну что ж. Перед жаркой. Ну сколько муки, кстати, надо оставить, наверное. И соли сюда в муку. Хорошенько перемешаем. Так. Сковородка нагрелась. Лук забыл. Сейчас лучку надо принести еще. О, аромат какой. Я думаю, все. Можно как минимум вот эти выкладывать половинки. И самый вкусный гарнир к рыбе — это вареная картошка. Дровишки. Где у нас дровишки? А вот, весь берег усыпан дровами. Бери, не хочу. Вот так вот раз. И все. Загребаем и разжигаем. Конечно, я не выпендриваюсь тут таежными методами. Пользуюсь с помощью газовой горелки. Это сильно ускоряет процесс. Особенно если у тебя не такие уж хорошие навыки, как у ребят, допустим, охотников, рыбаков. Место немного стрёмное для разжигания костра. Видите, дым закручивается.
в камнях внутри. И ты сидишь, просто задыхаешься, когда рядом с костром, пока он разгорается, дымит. Весь провонял уже. Ugh. Теперь просто ожидание. Кайфую каждый день. Реально, какие бы условия не были, я понимаю, что когда еще в жизни предстоит ощутить такое, быть в таких местах, поэтому учусь осознанности здесь и сейчас, в сегодняшнем моменте. Реально просыпаюсь, наслаждаясь тем, где я, что я. И благодарю саму жизнь, Вселенную за такие возможности. Надо этому учиться. Это очень полезные навыки. Ценить сегодняшний момент. Никуда не торопиться, потому что, мне кажется, некоторые ребята уже начинают хотеть домой и торопят. Да не, быстрее, быстрее, быстрее. А я наслаждаюсь каждым. Еще нам дня 2 здесь, на метеостанции. Ну, послезавтра, по-моему, мы должны попробовать выйти. Поэтому надо впитать каждую минуту нахождения здесь, в этих местах. Я сейчас осознал, что все путешествие в море, на острове я был сосредоточен именно на съемках фильма. Оказывается, не распылиться, что вот так вот, как блог, я снимал, похоже, очень мало, как мне кажется. И только здесь, когда вот у нас почти все закончилось, я выдохнул, уже фильм, в принципе, снят. Осталось большое дело его сделать. И уже можно перейти к такому, к съемкам типа блог. Блога, поделиться с вами уже вот так вот от своего лица всем этим. Ну, я надеюсь, я там тоже, что-то у меня уже из памяти все замешалось, что на Бенете я тоже так вот, ну, в общем, что-то я должен вам передать. То, что испытывал вне фильма, а просто вот в таких вот небольших видео. Готово? Ох, как обжарилось хорошо. Да. Даже чуть-чуть пережарил, но ничего, нормально. Лучок. Без лука было бы совсем не то. Этот мы еще, наверное, вот так вот обжарим. Вот внутри сыроват получился. Здесь все в порядке. И еще у меня есть пару хвостиков. Их можно тоже погрызть. Пожарю. Ну и финальный штрих. Я еще в этом всем масле обжарю вареную картошку. Почему бы нет? О, солнце немножко выглянуло. Самую малость, но уже приятно. Здесь это большая редкость. Кто-то учил вкусняхи, да? Ну, конечно. Ну что, накрываем стол. Серафим, ну ты как тут? Серафим залипает в киношке. Так, надо подготовить стол. Что, погнали? Погнали, парни. А ты сварил, да, сначала картошку, потом ты пожарил? Да. Нифига себе. С лучком еще. Хочу еще поделиться одним моментом. Мы вот стоим у берега, причаленные. Но вот были моменты, когда челки у нас отрывались на волне. И вот ночью вот спишь, вот сегодня я спал, качаюсь, и чувствую, волна какая-то другая пошла, более мягкая. И ну, сквозь сон такой страх, что нас оторвало и несет в море.
вскакиваешь, бежишь, смотришь, фух, на берегу все в порядке. Дальше спать. Такое вот. А в море, когда оно сюда вот вставлю сейчас кадры, как в море, это вообще, когда вот большая волна, и спишь, оно все скрипит. Вот реально представляешь себя, как в старые древние времена ходили по морям мореплаватели на деревянных кораблях. Мне кажется, у них там тоже все скрипело жестко просто, как и у нас здесь. Вот это сегодня погодка. Наши пришли, там очень интересную вещь нашли. Места, конечно, здесь скалы такие, расплавленные потоки магмы. Ух ты, смотрите, какой плоский срез. Представьте, что вы со мной гуляете по этим скалам. Вон, смотрите. Здесь такая какая-то прямая линия, тут не совсем прямая. И куда он идет? Вообще далеко. Он расходится. О, вообще уходит. Здесь уже почва. Скалы только на берегу вымытые. Ну и такие вот кигеляхи. Надо к ним сходить тоже. О, радуга. Смотрите-ка. Дождь заморосил. Неожиданно. Надо прятаться. Дождевик я забыл на метеостанции. У меня есть второй. Уже пора его одевать. О, я жестко подскользнулся, блин. Это ж надо так. Как же неудачно-то. Жестко вывернул. Мне кажется, я мог сломать сейчас на грани. Блин, пальцы шевелятся. Вот это неудача. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вывихнул, походу, жестко. Еще и камеру прям стеклом ударил. Раскрошил немножко. Вот так вот погулял. И тут еще корпус поцарапал. Да, обидно. Ай, как нога болит. Ну, вроде идти могу, но больно. Как же так-то, а? Ё-моё. Ну что, покидаем этот замечательный берег возле базы, возле метеостанции. Вроде ветер стих. Перемещаемся туда. Месту, да? Да, место вообще Хорошее место. хорошее. Мы когда приезжали сюда в первую экспедицию, мне она настолько понравилась, что так... А мы быстро раз и уехали. А тут можно было побыть хорошо. Навернуться вот на тех гладких камнях. Ё-моё. Ну все, прощай, замечательный берег. Движение началось, движение. Наконец-то движение. Ветер в лицо. Санек за мной приехал, спасибо, доставить. К сожалению, ходить мне сейчас сложновато. Вот такая ситуация. Но хорошо тут, а не где-то там еще. Мы уже почти дома, хотя еще не дома. Ситуация для меня крайне неприятная, но уже случилось, что делать. Жить будем.
ветерком. Спасибо, Санек. Как будто бы она мне помогает. Хрен его знает. Взял какой-то кусок барибана. На ужин у нас снова жареная рыбка. Тогда, по-моему, Тим тоже пожарил. горчица. Советские. Вещи собрал, ребята уже пошли на катамаран. А мне ходить там горка еще вниз. И Нергун даже там сейчас подскользнул, сошел. Я уже 2 раза на этих деревяшках падал. В общем, жду Саню, начальника метеостанции. Сейчас он работу выполнит свою и отвезет меня на квадроцикле обратно. И идем.